Он родился в 1899 году в деревне Биштики, и навек его пришлось немало испытаний, в том числе Великая Отечественная война. Тогда о стойкости и мужестве башкирских кавалеристов слагали легенды, и неудивительно, ведь их комдив был из числа тех, кто воспитывал бойцов личным примером. Конечно, я говорю о Минигали Шеймуратове. Его не стало в 1943-м, а спустя 72 года здесь воздвигли памятник. Деревню Биштики, кстати, тоже переименовали. Теперь это Шеймуратова. И 3-метровый бронзовый всадник возвышается здесь, на своей земле, в Кармаскалинском районе. Кармаскалинский район расположился всего в 52 километрах от Уфы, и сегодня он насчитывает 122 населенных пункта. А проживают здесь свыше 50 тысяч человек. Конечно, всю эту информацию можно найти на просторах интернета. А вот как проходит обычный будний день главы муниципалитета, мы узнаем уже сегодня. На календаре вторник, а значит, первый в списке дел – прием граждан. И тараканы вот даже в ухо лезут, вот идите, зайдите в мою квартиру. Неоднократно свет выключали. Мы очень страдаем без воды. То есть вот в жаркую погоду, в мае месяце даже, мы сидели без воды. Вопросы у местных жителей самые разные, и зачастую одним только приемом граждан дело не заканчивается. А вообще так частенько бывает, что вот вышли на улицу, да, за хлебом кармаскалинским, и люди подходят? Ну, всегда. Ну, как я же местный, для многих я здесь, у всех на глазах вырос, и такого какого-то барьера в общении нет, в принципе, нормально все разговариваем. Зачастую, правильно говорите, в очереди в продуктовом магазине стоим, и много разных вопросов задается. Нередко вопросы касаются спецоперации. Ответы на многие из них можно получить в Центре поддержки участников СВО. К слову, сюда мы и направились. Пообщались с Ярославом. Мужчина пережил ампутацию. После возвращения с передовой всю необходимую помощь ему оказали в фонде «Защитники Отечества». Впереди у нас у Ярослава адаптация жилого помещения. Документы на адаптивную одежду мы подали, ждем, одежда отшивается. Мы ждали ремонт в квартире, будем делать работу по адаптации. Закончили уже? Да. Ну, очень хорошо. Поддержка бойцов сегодня одна из важнейших задач, и как никто другой об этом знают волонтеры. Как нас встречают с песней. Здравствуйте. Наш волонтерский штаб. Как халер? Все отлично. Штаб «Наш патриот» в деревне Улукулево действует с самого начала спецоперации. За эти годы на передовую были отправлены тысячи маскировочных сетей, костюмов, нашлемников и окопных свечей. И, как отмечают сами ветераны, сложно даже представить, сколько жизней было спасено благодаря каждодневному труду этих неравнодушных пчелок. Товарищи волонтеры, низкий поклон вам. Всем. Я еще тогда молился. Думаю, приеду первым делом сразу к вам зайду когда-нибудь. Волонтерам будет большой где-нибудь памятник стоять. Конечно. Потому что столько они сделали для нас. Следующая точка по списку – детский лагерь, но звонкие ребячьи голоса настигают нас сразу, как только мы выходим из волонтерского штаба. Совсем рядом оборудованная площадка, что возвели после сельских спортивных игр. Дети, скажем так, когда таких больших пространств не было со тренажерами, значит, болтались. Да. Стекла здесь били, заборы крушили. Все, когда, значит, мы взяли все это, скажем так, под опеку, на контроль, все это организовали, дети заняты делом. Конечно, не без смущения, но с нами юные атлеты тоже пообщались. К слову, их спортивные достижения вдохновили даже главу района. О, у вас здесь плюс 11, плюс 5. Не успели пообщаться с ребятами на площадке, как уже следующая локация – детский спортивно-оздоровительный лагерь «Виктория». Я с Булгакова. Булгакова? А до этого в других лагерях была вообще? Нет. Первый раз вообще в лагере в целом, да? Да. Ну ладно. Нравится, да? Да, очень. Ну, ладно. Появилось желание еще раз приехать потом? Да, мы хотим всем отрядам, не всем отрядам, а то есть девочки, которые сейчас со мной в комнате, мы хотим в следующий раз опять в эту же смену приехать, чтобы все вместе быть опять. Молодцы, хорошо. Лагерь-то объединяет. Я же говорю, здесь зарождается дружба на многие-многие годы. Природа, чистый воздух, пятиразовое питание и самые разнообразные мероприятия. Все это в свое время так привлекло Екатерину, что теперь сюда она приезжает каждый год, уже в качестве вожатой.
Вот вы смотрите, как детки танцуют. У них у всех глаза горят, они все улыбаются. И вот как они с вами разговаривают, как они сами идут на контакт, как они вот эту искру никак не отпустить. Пока жизнь здесь кипит только летом, но в планах сделать лагерь круглогодичным. А мы, зарядившись порцией позитива, из деревни Ибрагимова направляемся в Кабаково. Здесь расположился производственно-технический центр «Кировец». Благодаря поддержке администрации, лично Ради Фаридович приезжал неоднократно сюда. Мы открылись как представитель Петербургского тракторного завода. У нас история давнишняя с Петербургским тракторным заводом, более 25 лет. Здесь изготавливают навесное оборудование и комплектующие для сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Поставляются тракторы, реализуются оригинальные запчасти, проводится гарантийно-сервисное обслуживание. Хотелось бы сейчас, и пользуясь случаем, сказать, вот мы сейчас здесь видим, в каких условиях здесь работают. Это очень хорошие условия, чисто, опрятно. Здесь, в принципе, те же условия труда, которые создаются на Питерском тракторном заводе. Значит, стабильная, достойная оплата труда. И молодежь, которая приходит сюда, имеет возможность не только нарабатывать навыки, но и имеет нормальную такую возможность карьерного роста. Еще одно предприятие с богатой и интересной историей – племенное хозяйство Артемида. Уже 35 лет здесь выращивают зерновые культуры, кукурузу, подсолнечник, многолетние и однолетние травы. 50 центнеров с гектара у него здесь не дают. Каких-то 5-6 лет назад об этих урожаях можно было только мечтать. Он хочет больше. Мы на Краснодар смотрели, да? Да, мы смотрели на Краснодар, на Ставрополе, какие урожаи. Да у нас такие же сегодня урожаи. Занимаются на предприятии животноводством. Поголовье крупного рогатого скота составляет более 2500, в том числе дойных коров. По итогам прошлого года здесь произвели почти 13 тысяч тонн молока, и, похоже, это не предел. На территории продолжается возведение нового комплекса. Поддержку оказывают власти республики. Здесь будет 2 кормовых стола, полностью автоматизация, управление через большие компьютеры. Все новейшее здесь заделано на 20 лет вперед. То есть даже с каждой поилки видно, сколько ушло воды, какая температура воды, автоматическое навозоудаление, автоматический сплав, отсортировка на фракции, сухой навоз, обеззараживание и по новой заходит сюда на подстилку. То есть вот такое как бы безотходное производство. Ну и, соответственно, новый молочно-доильный блок, и мы уже планку ставим 45 литров на голову. Но, как и в любом муниципалитете, наравне с достижениями есть и проблемные вопросы. В Кармаскалинском районе одна из таких тем – дороги. К сожалению, мы не успеваем возводить и даже ремонтировать дороги в том должном объеме, который хотелось бы. Но так или иначе, все равно мы стараемся хотя бы ямочным ремонтом эти ямы латать. Но и в то же время и дорожное строительство тоже идет. Мы ежегодно не менее 8-10 километров дорог асфальтируем. И как бы сложно это не было, и руководство республики поддерживает в этом вопросе. Но и по итогам этого года тоже весной Ради Фаридович здесь был, посещал здесь элеватор, который был построен, введен в прошлом году сельхозпредприятием «Урожай». И во время строительства, к сожалению, был с большими грузами, дорога тоже была повреждена. Но и в этом году нам деньги выделены. Вот сейчас объявляем аукцион на капитальный ремонт этой дороги. Время в пути пролетело незаметно. И вот, наконец, мы в поле. Именно так может показаться на первый взгляд. Однако сейчас здесь как раз обустраивают дорогу. Это село Сихонкино, где более 1000 земельных участков уфимская администрация предоставила столичным льготникам. Но чтобы люди могли здесь жить, необходимо проделать немало работы. В том числе построить инженерные коммуникации. Спасибо, правительство нас поддержало. Альфер Афанович вышел с предложением. Здесь мы сейчас воду построим, а вот вы проехали по Сихонкино деревне, да? Вот сюда заезжали, а у них воды нет. Там центрального водопровода нет. Поэтому, давайте сделаем в комплексе воду до нового микрорайона, ну и коренным жителям, тоже воду подадим. Именно вода для района – еще один волнующий вопрос. Его и обсуждаем, пока едем на следующую точку. Сегодня на приеме граждан тоже вы присутствовали. Был вопрос как раз о ремонте водопроводных сетей деревни Кабаково. К сожалению, были проблемы с водой, но целенаправленно каждый год, шаг за шагом, мы ремонтировали. В этом году ремонт этих сетей мы завершаем. И я думаю, что проблем, вопросов нам не будет.
Решают проблему и в новых микрорайонах. А вот в Кармаскалах все уже решено. Правда, не с водой, а с зоной отдыха. На этот парк мы выделяем 6,8 миллионов. Остальные деньги у нас второй парк есть. Это в Улукурю. Там люди тоже хотят, чтобы было не скучно. Там тоже, да, вот так они. Поэтому выделяем. И в этом году вот мы завершаем эту вот зону. Значит, 6 столбов, 2 камеры, светильники. Тут асфальт, тут резинка. Там брусчатки будут 2 штуки. Значит, все. И вот как бы... Уличные тренажеры, да, еще? Да. Открыть парк с интересным названием «Нескучный» планируют уже в 2026-м, и местные жители с нетерпением ждут этого дня. Правда, некоторых беспокоит один вопрос. А не придется ли теперь обходить весь парк, чтобы попасть, например, в магазин? Мы хотим в дальнейшем вот прибрежную территорию, вот этой реки нашей, Карламашки, там прогулочную зону сделать. И отсюда будет выходить тротуар. Самое главное, чтобы бардака не было, не ломали. Вот это самое главное. Будем следить. Вот, вся надежда на вас. Альфир Фархатович, у нас есть такая рубрика «Блиц-опрос». Отвечаем быстро, кратко, всего пару вопросов. Первое. Расскажите, что для вас Родина? Первое, что в ассоциации со словом «Родина», это мой родной район. Я, вот все, кто меня знает, я очень его люблю. Все подтвердят. Я очень люблю родной район, людей, которые здесь живут. И стараюсь сделать все, чтобы принести как можно больше пользы родному району. Вот жители вашего родного района чаще всего за что вас благодарят? Я не знаю, мы работаем не за благодарности. И не скажу. За то, что мы выполняем свою работу честно, самоотверженно. Вот посмотрите, как можно это не любить, что ли. Это поле, это земля, это урожай, это люди, которые живут и любят свою родину. Вот своим землякам и всем жителям нашей республики что пожелаете? Сегодня самое главное пожелание, конечно, хотелось бы всем пожелать нам мира. Самое главное пожелание мира, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы вот в этой суете, в этих происходящих событиях сегодня люди не теряли человечность, оставались самим собой, оставались людьми. А в целом Кармаскалинский район, словно уже упомянутый ранее, парк Нескучный. Что-то здесь уже сделано, что-то только предстоит, но работа кипит каждый день, и скучать точно не приходится. Возможно, все потому, что власти и местные жители умеют находить общий язык и дружно проживают на своей земле.